Так, все, мы в эфире. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Аят Машуовой. Маршал Тылда делит. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня 19 апреля 2025 года, 19 часов 2 минуты по центральноевропейскому времени и 21 час 2 минуты по городу Джахару, друзья. Сегодня у нас очередной стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. 119 сегодня у нас стрим. Сегодняшний наш стрим я назвал «Ультиматум Трампа сработал. Перемирие. Европа вводит войска в Украину». Вначале я другое название придумал, затем поступила информация, что Путин заключил перемирие, и потом уже перед самым стримом я узнал, что на 72 часа всего лишь он на 3 суток заключил. Об этом и многом другом давайте сегодня поговорим. С нами, как обычно, Аят Эдигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, единственного легитимного органа власти чеченского народа. И вы можете ему задавать вопросы. Здесь YouTube канал, TikTok и официальная страница Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Телеграм-канале. Вы можете в конце стрима принять участие в нашем разговоре, либо во время всего стрима просто писать комментарии, я их буду зачитывать, и Аят на них ответит. Так что воспользуйтесь уникальной возможностью задать Аяду вопросы. Всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. А я сразу передаю тебе слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Всех, кто нас слушает, кто есть у нас здесь слушает. Видимо, хотят услышать новости, и всегда хорошие новости. Сегодня хорошая новость, которая вот тут накануне нашей этой встречи было заявление, что Путин идет на перемирие. Но оно немного огорчилось тем, что это огорчение было всего лишь на 72 часа. Мне это напомнило те дни, когда Россия нападала в 90-е годы на Чеченскую Республику Ичкерия 5 раз, и каждый раз заключались какие-то договоренности, какие-то, договора, подписывали какие-то документы, и никогда они, не соблюдались. И не соблюдались все время с российской стороны, здесь однозначно. Поэтому на этот раз мы посмотрим, после того, как президент Трамп сделал такое заключение, что Россия что-то себя так ведет странно. Они просто кидают леща, как говорится, для того, чтобы где-то даже размягчить ситуацию, снова, заняться тем, чем они занимаются всегда. Их задача одна. Это, оккупировать территорию Украины, захватить остальные территории бывшего Советского Союза, бывшие территории, которые вышли из Советского Союза. И сегодня они отступать не думают, потому что будет ли он от этой линии отступать, то значит ему, как говорится, мы все понимаем, что в этом случае ему не сдобровать все силы, которые есть в самой России, скажем, оппозиционные, так называемые, которые, на мой взгляд, в основном не оппозиционные, а те же спорящие за власть в самой этой России, которые хотят свергнуть Путина. И те люди, которые действительно хотят это сделать и вернуть, скажем, на этой территории демократическое государство, они все, конечно, поднимутся по-разному. Одни с одной целью, другие с другой целью. И
поэтому то, что сейчас они вот в период вот христианского праздника, они вот это 72 часа дали, они хотят показать себя, ну, так сказать, человеколюбивыми людьми, религиозными, считающимися с правами, значит, народов и все остальное. На самом деле мы знаем, как они это делают. Они убивают украинцев, они убивают всех, кто на их пути. Они это делают и в самой России против, как они говорят, иноверцев или иных крови людей. Только русские у них вот такие вот хорошие. И русских тоже они убивают. Просто это только оговорка. И русских так же они их убивают, также над ними издеваются, но они стравливают народ. Вот такая ситуация. Но в то же время мы должны сейчас думать о том, что, возможно, какие-то сдвиги произошли. Я думаю, что это было бы и без этого, без требования Трампа или без предложения президента Зеленского об этом перемирии. В этот день они и так сделали бы это перемирие и говорили бы, давайте сделаем для того, чтобы быть, скажем, агрессором с человеческим лицом, в кавычках. Так что здесь надо быть очень осторожной, провокации их стороны будут, и наблюдать за ними надо. Вот такая ситуация, и то, что мы видим, происходит в течение вот этой периода вот того, как президентом стал в Америке Дональд Трамп, ситуация как-то вот не решается так, как хотелось бы, может быть, нам всем. Что они собираются делать, куда они несутся и чего им нужно, непонятно, как бы люди. Люди хотят жить мирно, свободно, значит, общаться и развиваться экономически. Ну, давайте посмотрим, что хорошего в самой России. Только в нескольких городах относительно, значит, уровень, значит, жизни в этих городах, они относительно на каком-то там нормальном уровне, а во всей остальной России ситуация очень плачевна. Мы это с вами знаем. Это было всегда, это было и в прошлые времена, это и сейчас. Здесь нет никакого, значит, для нас секрета. Кто был в России или кто жил в России, в Советском Союзе, знает об этом. Поэтому наша задача сейчас стоит в том, чтобы Россия убрала с территории Украины и освободила эту территорию, и потом, чтобы был реализован основной принцип международного права, право народного самоопределения, принцип о невмешательстве внешней стороны против государств мира. Этот вопрос сейчас стоит на повестке дня. Однако решение этого вопроса как-то замедляется, пытаются самого агрессора, который напал на государство и нарушил международное право грубейшим образом, назвать, что он не нападавший, а саму жертву, допустим, Украину или Чеченскую республику, Грузию, называть виновниками начала войны. Это нас удивляет, хотя в то же время сторонники Трампа, будь они какие бы они ни были, они пытаются как-то сказать, вот он там санкции продлил, вот он там, значит, другие вопросы решал во время своего президентства. Давайте не будем, он ждет, пока вот там, чтобы не было особо большой войны. И в то же время мы видим, что никакого продвижения нет, и сам Трамп, видимо, озадачен тем, что вот так вот с ним заигрывает, как, знаете, кошка с мышкой заигрывает господин Путин с Трампом, президентом великой страны, которая одна из самых мощнейших и в экономическом, военном, политическом отношении страны, он заигрывает. Почему это происходит? Вот всем не дает в общем, покоя нет у всех, кто вот этим занимается. Как это может быть? Почему?
И пытаются многие нам здесь объяснить, что вот причина в том-то или в том, потому что он хочет то сделать, потому что он не хочет там мировую войну начать, и что такое. Но все это не объясняется никаким образом, кроме того, как вот мы видим, что действительно Трамп и его окружение, и американское руководство сегодня ведет себя довольно странно. Она требует заплатить за те, значит, скажем, оружие, которое было ранее давалось прежним президентом, требует, чтобы новая, вот, которая будет помощь, она была оплачена значит, редкоземельными там, металлами, которые есть в Украине. Ну, мы с вами об этом знаем. Здесь они встречались, вот здесь они встречались в Париже, я хочу сказать. Здесь они говорили, и президент Макрон Франции, и приехавшие другие министры иностранных дел Великобритании, значит, и других стран, ну, Франции, это главы, направленные сюда со стороны Украины. Эти люди встречались, говорили, здесь много обсуждали вопросы, но какая-то вот решимость была в том, что казалось, что что-то решится. И вот сегодня стало это известно, и Аслан даже написал, что вот теперь европейские войска войдут на территорию Украины. То есть у нас есть 3 дня, допустим, у них есть 3 дня, чтобы ввести войска. Понимаете? Потому что перемирие он подписал на 3 дня. Поэтому этого, конечно, тоже сейчас это нереально. И мы думаем о том, что же будет, к чему вот это все ведется. Вот эта борьба между, скажем, теперь Китаем и Америкой, вот эти санкции, борьба основная против вот Европы. Здесь тоже большие такие ходы делаются. И получается, что в конечном итоге как будто нет никакого выхода. Выход есть, в то же время этот выход опасен тем, что он за это время, пока этот выход будет реализован, все больше и больше будет людей убито. Люди будут гибнуть. А то, что они гибнут, и их остановить, эту ситуацию, каким-то другим способом, не тем, чтобы, допустим, сегодня Европа занялась, скажем, своими делами оборонными, подняла процент из бюджета до 5%. Это ждать, это будет год, 2, 3, может быть. Откуда они возьмут это оружие, которое есть, скажем, в Америке, и как это им все удастся сделать. Это вопросы, которые мы должны думать, что действительно все больше и больше будет убитых людей в Украине, особенно в Украине. И, видимо, это будет продолжаться, и это сегодня выгодно именно власти империи России. Что будет дальше? Давайте поговорим вместе. Если будут, значит, какие-то предложения или мнения, мы давайте послушаем, поговорим. Если есть, Аслан, давайте вопросы. Башкал, спасибо, Аят. Я поставил вопросительный знак в конце нашего названия, сейчас пока вы говорили, потому что сомнительно, что войска будут пока вводить. За 3 дня их не успеют вести, вы правы. Конечно, нет. Конечно, нет. Как они? Если Ну, даже бы, если бы они вводились бы, то для этого нужно было тоже, наверное, не меньше месяца. Потому что организовать, приехать, разместить. Это не просто так, но все равно, может быть, и быстрее, но, по крайней мере, время 3 дня это совершенно мало. Да, мало. Да-да. Да. Ну, да, посмотрим, будем наблюдать. Есть ли вероятность, что после вот этих 3 дней он такой делается, такой пробный шар, потому что Путин боится и своего окружения, там военные очень на него обозлены из-за мясных штурмов. Может ли быть так, что вот сперва делается 3, а потом будет еще 3, или месяц, или неделя, и продлеваться? Пролонгация. Ну, теоретически, да, конечно, да. Но
Но в то же время, если этот вопрос не решается, мы видим Мгм. уже сколько он не решается в течение, ну, скажем, сентября месяца не решается, так? Сколько уже не президент говорит об этом, Трамп, и тоже говорит, странно, ничего не решает, ни с чем он не считает, с этими разговорами. На эти разговоры, он, как говорится, ну, скажем, грубо наплевал. И полностью вот все больше и больше пытается раскрутить свою военную промышленность. Днем и ночью круглые сутки работают его производители оружия российские. В то же время ему помогают, как мы знаем, другие страны, которые вокруг, значит, это Иран, это Северная Корея, это Китай, и это и другие страны, которые мы с вами не знаем, которые потайно берут, покупают, у него покупали до сих пор нефть, газ и другие природные ископаемые для того, чтобы по меньшим ценам это было. Что будет? Вот у него теперь хватает оружия, он раскручивается. Сейчас хотя говорят, что у него нет денег с новыми санкциями и все такое, хотя никаких новых санкций против Белоруссии и России Трамп почему-то не ввел. То есть продлил только те, что были, и ну, он как бы не ввел. А там дальше посмотрим. Мы же не можем сейчас конкретно сказать, как каждая ситуация в мире, допустим, каждый день как-то неоднозначно, не одинаково бывает, хотя все идет по кругу. Но раз по кругу идет, мы видим, что то, что происходит, империя хочет себя сохранить. А если она хочет себя сохранить, она будет биться не только, скажем, такими политическими средствами, когда она политическими средствами, методами еще при развале Советского Союза под себя подвела, это Россия подвела 15 народов России, которые получили право с точки зрения международного права создать свое государство. Они не дали этим народам избрать своих лидеров, то есть провести специальный съезд, избрать и провести выборы, а со старыми коммунистическими руководителями подписали договор, федеративный договор 31 марта 1992 года и как бы заявили о том, что образовали Российскую Федерацию, Россию. Затем они эту линию тоже, значит, не согласились, потому что изменили вот этот принцип договора, приняли свою конституцию новую незаконным способом в декабре 1993 года. И еще в эту конституцию списали суверенную Чеченскую республику, которая стала суверенным государством после развала Советского Союза в рамках международного права до создания этой Российской Федерации России. Это важный момент, который все мы должны помнить. Поэтому я это повторяю. Причем вот такая процедура. Сейчас направление действия в том, что Россия не пытается идти на мировую, потому что мировое – это развал или, значит, изменение системы власти в России, и это, значит, конец этой власти. Вот чего они опасаются. Вот такая вот ситуация на данный момент. Мгм. Спасибо, Барклай. Здесь Артем Панченко с ником человек пишет: "Я не бачу перемирия, не вижу перемирия в Украине", говорит. Да, Это это, может, я не бачу, конечно, нельзя бачить это, потому что это не перемирие, это хитрый ход. Я уже говорил, что когда у нас они с 91 года нападали, 5 агрессий было, и каждый раз были вот какие-то договоренности, какие-то соглашения, какие-то другие мероприятия, все. И все время они находили какой-то повод и снова нарушали это перемирие, и снова, значит, провокацию делали. В те времена они делали это для того, чтобы как-то перегруппироваться. В данной ситуации, может быть, тоже для этого, и, может быть, даже для того, чтобы, значит, ну, как я сказал, показать себя вот как бы с человеческим лицом, как будто они в чем-то правы. И в основном это направлено для внутреннего пользования.
потому что пропаганда сегодня России будет говорить о том, вот мы какие такие, мы согласны и все такое. Это, так сказать, политические ходы, и в то же время, конечно, и в это время они будут все равно какую-то там Кузькину мать готовить. Так? Окей, спасибо, Баркал. О спрашивает Машоваль, о Шаверга, алейкум ассалам. Друзья, всех приветствую. Аят, Россия готова воевать с НАТО? Если нет, то почему Европа хотя бы не отправляет свои войска в Украину? Ну вот посмотрите, значит, Россия, да? В России есть оружие, и потом оружие есть из тех стран, которые ему помогают, ей Мгм, помогают. мгм, У НАТО, которое практически сейчас стало, значит, недееспособным, так скажем, да? мгм, С одной стороны, значит, они хотят значит, финансировать американцы, они говорят, давайте вы сами защищайтесь, мы хотим с Россией дружить. Практически такие вопросы ставит Трамп. Он такие вопросы ставит. И потом они говорят, что вот там вот всемирное потепление будет, и там будут северные районы, Индийский океан, он растает, и там, значит, очень много запасов, и мы потом, имеется в виду природные, которые можно добывать, и мы тогда там то все, это самое главное, мы, мол, объединимся с Россией. С другой стороны, Россия этому не верит, одно дело, а с другой стороны и не хочет делиться, если даже это так с Америкой. Собственно говоря, не хочет делиться. Есть у него друзья эти китайцы, есть и другие. В общем, ситуация такая неоднозначная. И главным образом здесь всегда идет разговор о том, что вот Трамп, видимо, какие-то вот подоплека такая, как будто бы Трамп сильно зависит от Путина. Почему он такой смелый, почему он так вот пренебрегает его, значит, предложениями, почему он себя так ведет. Когда в то же время с Байденом он так не был, таким он не был. Байден давал, значит, то, какие-то оружия, что-то делал, хотя и тоже в каких-то рамках делал это. Но он давал оружие, он помогал, он говорил, что необходимо остановить эту войну и требовал от Путина, значит, отойти и освободить территории Украины. А здесь вопрос идет о том, что чуть ли не торг идет о территории Украины. Восточные территории эти, Крым имеется в виду, забыв о Будапештских соглашениях, которые они подписали тогда, эти страны большие, и обещали гарантировать безопасность Украины. Сегодня надо именно от реальности отходить. Реальность такова, что никакие там уступки подписанием с этими договорами по продаже или там по использованию редкоземельных металлов, которые есть, нельзя делать вот с нашей точки зрения, потому что им веры нет без получения гарантии безопасности. И то это надо делать не навсегда, а на какой-то там период, то есть нужно, соответственно, там записать такое, чтобы не получился еще один меморандум хуже, чем, скажем, Будапештский. Такая ситуация как бы просматривается сегодня. мгм. Мгм. Баркалает. Здесь вот SC ником человек пишет. Ничего хорошего в ультиматуме Трампа нет. Он сохраняет контроль России над 4 районами и Крымом, заморозка войны и ослабление санкций на руку Кремлю. Трамп останавливает войну, но не решает проблему. Что вы могли бы сказать по этому поводу, Ну, Аят? я просто скажу, что я повторю все его слова. Он правильно говорит, что хорошего пока мы не видим ничего, кроме того, что продолжается каждый день убийство людей. Ночью и днем, ночью и днем. Убивает детей. Значит, стреляет по жилым, значит, поселкам, городам. Убивает прямо вот людей убивает. Это есть геноцид, это есть преступление против человечности.
вот то, что они делали у нас в Чеченской Республике, они тоже по нашим городам, по нашим селам били, по роддомам, на центральный рынок, по школам. Представляете, они били, убивали людей. Так что мы это хорошо понимаем. Но нам казалось, что они особенно, тогда казалось, что они особенно ожесточены и все такое. Чеченцы для них вот такие вот извечные враги, как будто бы подносили. А после этого, ну, имели в виду, что чеченцы там исповедуют ислам, и здесь вот христиане, и грузины христиане, и молдаване христиане, а тем более украинцы, никакой разницы для них нету. И для своего даже народа они пытаются, это действует сегодня, это имперская власть действует, которая при развале Советского Союза вновь сохранила свою власть на территории этой новой Российской Федерации. Кстати сказать, и на других территориях бывшего Советского Союза, так, и на других территориях бывшего Советского Союза, тоже во многих из них сохранились вот эти имперские власти, которые, значит, не пошли, собственно говоря, по пути, значит, демократических преобразований, которые они тогда вот пытались из себя изобразить. Все такое. Да. Спасибо, спасибо. Так, Эд Салам, приветствую. Аят, стоило бы, чтобы ООН и НАТО перестали функционировать и спровоцировать всемирный хаос. Может, им нужен мировой хаос и установить новый мировой порядок, так сказать, перезагрузка. Ну вот говорить о том, что всемирный хаос или что это будет, здесь есть вот эти вот ходы по, значит, интеллекту, который будет новый интеллект, да, искусственный, или, значит, по поводу, значит, перевода, скажем, всей денежной массы в мире по чекам, то есть не по деньгам, а где-то как-то через банковскую систему, чипизация. И что это за система, что это за жизнь, когда кто-то будет там сидеть где-то, да, и управлять тобой. Вот, допустим, у тебя есть на счету деньги, к примеру, а ты хочешь пойти купить, вот тебе говорят, вот это нельзя, где-то здесь нарушил, здесь ты вот там не пошел в почту, здесь ты в больницу не пошел, здесь ты, значит, на митинг пошел. То есть власть практически хочет забрать в свои руки все эти рычаги управления, как над, ну, скажем, как над животными, над людьми. Власть имущие это хотят сделать. И это непонятно сейчас. Многие есть выступления, говорят о том, что это такое, и как они это будет. Я думаю, это в купе этого все это идет, или это что такое? Люди, которые сегодня миллионеры, миллиардеры, или, значит, богатые люди, они еще могут как-то себя, может быть, в этом плане себя, значит, обеспечивать, а простые люди, большинство, масса, они могут их как угодно, значит, люди практически ничего не будут решать. Вот в чем вопрос. Никакой свободы личности, никакое выступление, никакое решение, ничто не может быть тогда, если вот эта ситуация будет вот так раскручиваться, это не может быть для простого человека, чтобы он мог жить. И тогда представьте себе, если сейчас искусственный интеллект, о котором мы говорим, как это здорово, как это хорошо, да? Ну, допустим, что вот кто-то там, вот я слушал тоже передачи эти некоторые, допустим, что вот есть машиностроение, да, или есть там другая отрасль, там, любая отрасль в жизни любой страны. Так и искусственный интеллект возьмет на себя это все и
люди эти, которые, значит, сегодня этим занимаются, они здесь не нужны будут. Они будут просто лишним грузом, груз, который надо кормить. А отдачи от них никого. Представляете, какая вот тенденция, направление, что может быть? Возможно, что это все и не так, но, по крайней мере, вот ясности в этом вопросе нет, и есть вот такие сомнения. И об этом говорят многие люди, выступающие, ученые говорят, там, работники этих банков и другие, там, и люди, которые, вот они тревожат нас, поднимают эти вопросы. Что это такое? Является это то, что сегодня говорит, скажем, Путин и другие, там, и другие, вот, скажем, лидеры, ну, это является ли это одним из, скажем, значит, вопросом одним из вопросов решения этой общей проблемы. Когда вот некоторые, допустим, российские там Кубайс выступал, и мы потом говорили, что в мире достаточно 3 миллиона или 3 миллиарда человек, или 2 миллиарда, остальные все не нужны, планета наша не прокормит. Что это такое? То есть вот эти вещи мы должны понимать, и это должно как бы тревожить людей. Вот что мне кажется здесь важно. Так что здесь эта проблема может быть более обширная, поэтому, может быть, и нет этих всех решений, которые нам кажется должны быть. Мы опираемся на примеры наших прошлых лет, прошлой войны, сегодняшней, нашего менталитета, человеколюбия и всего. А здесь этого всего как бы, значит, проглядывается, что как будто бы этого и нет, и не будет. Хотя кажется, что это не может быть, и в то же время, если это станет, то оно, как сказать, по своей теории, оно должно делать что-то такое против людей, простых людей. Вот что это такое. Мы можем об этом рассуждать, я говорю. Эта война тоже вот из этой, как говорится, из этой идеи, то есть уничтожения населения того или иного, ну, скажем, части мира. Слава. Баркалая, Аят спрашивает, Эд, как вы думаете, почему Украина, признавшая оккупацию Ичкерии, но при этом не предоставляют место и юридическое посольство Ичкерии Украине? Также, почему они не дают вам выступить в Раде, Верховной Раде? Ну, я думаю, это связано с тем, что хотя мы, значит, с ними общались и все разговоры вели о признании, все такое, было обозначено вот то, что сказал Эд сейчас. Мы писали им письма, но вопрос не решается. Там есть, похоже, есть люди или силы, или течения, которые... Это же было не единогласно принято, это же было принято, скажем, ну, большинством, скажем, было принято это решение. И те силы, которые там вот против этого, а мы это проглядываем, там мы видели, мы хотели туда поехать после этого признания, мы хотели туда поехать, я, Алла там и другие несколько человек, мы послали им даже свои, значит, документы, а потом они это как-то затормозили, сказали, что давайте потом, и это затягивают. Это сейчас сказать однозначно нельзя, но это ненормально с нашей точки зрения. А с другой стороны, мы понимаем, что идет война, что идет вот такая ситуация внутренняя, так, и поэтому, думаю, это происходит. Было бы хорошо, мы планировали это сделать, мы со своей стороны. Но здесь пока этот вопрос не решается. Надеюсь, что это будет решено все же. Да, Мула, тоже надеюсь. Так, дальше еще один вопрос от Эда. Аят, как вы думаете, Закаев и его окружение, а также, Эд, ты имеешь в виду Кавказ Фридом, ты имеешь в виду украинский канал, наверное, его окружение, а также вот этот свободный Кавказ, они тоже принимают участие в сохранении империи фашистской Российской Федерации? Ну, сказать, что они сохраняют или нет, и мы знаем, что эти люди
против вот тех, которых он назвал, там, Мгм. вот компания Закаевская, они, значит, отошли от основы нашего государства и отошли от нашей Конституции, и все их действия противоречат нашей основе Конституции, нашего государства, которое нужно деоккупировать, восстановить. У них другие цели. Их цели сегодня это, завтра другое, потом это, и несколько раз они меняют свои цели. Последний раз они вот в 2017 году заявили, что переходят на какую-то конституцию, с которой они все решения будут принимать в соответствии с Кораном и Сунной, а везде и всюду говорят, что они находятся, значит, что они на основе демократии действуют, на нашей конституции. То есть они это обманывают, хотя люди в Украине и в других местах, кто этим интересуется, все это знают, но как-то не реагируют. Не реагируют, и я полагаю, это связано с тем, что легитимное правительство и легитимная власть, которая была создана по праву нашим народам при развале Советского Союза, пока что еще не совсем значит, воспринимается, хотя они обязаны, эти страны, если есть международное право, принять это. Мы за это боремся, наш президент первый, второй и остальные все боролись за это, хотя и были ошибки, конечно, но все равно то, что мы сделали в рамках международного права, должно быть воспринято. Воспринято, вот как это сделала Грузия при президенте Гамсахурде, как это сделала сегодня Украина. И мы надеемся на этот вопрос, значит, реализации вопроса. А эти люди, которых вы назвали, эти и другие, которые на основе религиозной, там, значит, основы или других основах, уйдя от основы нашего государства, здесь действия, они хорошо известны, и мы предлагали уйти им от этой основы, и давайте действовать вместе. Они не хотят действовать, они не имеют никакой правовой основы в этом плане. Они не имеют никакой правовой основы, потому что у них нет этих прав действовать от имени чеченского народа, Чеченской республики Ичкерия. Показать они не могут этого. Нет у них этого. И однако с ними как-то действуют, и, видимо, это действует в том смысле, что, скажем, власти украинские или другие хотят, значит, здесь использовать их в пользу, скажем, себя, против империи российской. В то же время они могут нанести и вред большой. Ну, наверное, им виднее это. Но мы эти вещи все прекрасно знаем. Это знают не только мы, все наши люди это знают. Вот такая ситуация, Аслан. Баркалая, Дейресу. Аят, скажите, пожалуйста, вот меня давно интересовал вопрос, хотел спросить вас об этом. Есть много российских журналистов, пропагандистов, которые принимали участие, обеляли режим, оккупационный режим, нас очерняли, ну и так далее, и так далее. Да-да-да. Большинство, подавляющее большинство, у меня не вызывает абсолютно никакого доверия, которые сейчас приехали в Европу, куда-то в другие страны там приехали. И уже как бы они оппозиционные Путину, там, России, ну, вот этому режиму и так далее. Но некоторые на самом деле вроде бы глубинно копают, по-честному пытаются разобраться и так далее. Как относиться, ну, их небольшой процент этих людей, вот как относиться к таким пропагандистам, если они, например, протянут нам руку, или же они скажут, что мы осознали и так далее? Ну, как относиться, если эти люди стоят на принципах и признании, допустим, я имею в виду право, скажем, чеченского народа на деоккупацию, установление легитимной власти, мы Мгм. это должны воспринимать, ну, нормально это восприниматься должно. Это их выбор, и они, если меняют свой курс и признают свои ошибки, это хорошо. Так что мы будем это воспринимать только хорошо и будем в той степени, в которой это возможно, значит, в рамках нашей Конституции действовать.
и всему миру показывать, что вот позиция нашего народа поддерживается и на Западе, и беженцами, которые находятся. Вот в этом плане. Если это говорит об украинцах, то украинцы тоже хорошо знают, что происходит у них, кто у них есть кто. И я надеюсь, что они в соответствии с законом военного времени, они могут, значит, принимать соответствующие решения в отношении их. И идет война сейчас фактически. Вот так вот относиться. А сказать о том, что если они там будут говорить, что мы изменились, все такое, можно ли верить, это вопрос уже, который второй вопрос. Ну да, ну о Невзорове речь не идет, о Я, самом мотиве. да, я понимаю, да. Да-да, есть, конечно, запатентованные, как говорится, уже, которых только Да, да. решение суда может что-то исправить, да. Хорошо, спасибо. Будем, относиться немножко толерантнее, может, Да. к некоторым, людям. Если они реально осознали, конечно, в таком случае, конечно. Так, салам всем добрым людям, салам, Цевг, Джордж. Так, еще вопросы. Так. Если ты пишешь, если ты хочешь обратиться, задавай вопрос, формулируй как вопрос, хорошо? Ты просто как комментарий тоже пиши, это тоже важно. Но чтобы я понимал, ты спрашиваешь или просто комментируешь. Так, дальше где здесь? Так, что делаешь? Аят продолжает свой вопрос. Аят, ну все, что делается в нарушении Конституции Ичкерии, это значит на благо и для сохранения фашистской Российской Федерации? Разумеется, да. Дело в том, что, дорогой Против друг, Ичкерии. что мы не судьи, понимаете, это вопрос судебный, это вопрос расследования. И после этого, в соответствии с этим, будут и приниматься в будущем решения. Но сегодня, когда они находятся там на Западе, они могут, если где-то ошиблись, они могут принести пользу нашему народу, нашей стране. Вот о чем я говорю. У нас политическая в этом смысле, допустим, моя позиция четко и ясна, что они действительно работают в пользу Кремля. А так, это же мы ж не судьи. Это есть соответствующая структура власти, которые должны в будущем этим разбираться. Сегодня мы видим то, что мы видим. Согласен с этим. Об этом мы говорим всегда, что это так. И говорили, давайте переходите, откажитесь от своего преступного вот этого движения и переходите на основу нашей Конституции, давайте действовать. Нет, они не соглашаются и ведут себя так, как будто бы они являются властью нашего народа, то есть сами себе присвоили, самозванцы. Да. Преступники. Самые настоящие. Узурпация власти – это тяжкое преступление. Да, конечно. Тягчайшее. Так, спасибо, Аят. Так, Ливан, вітаю тебя, дорогой. Салам, вива Ичкерия, вива Грузия, Ливан. Я думаю, что Латвия признает, потом Эстония, Латвия, независимость и государственность Ичкерии. Аят, есть ли у вас контакты у нашего президиума с этими странами? И что-нибудь инсайдерское знает Ливан, или же он предполагает? Вы это точно знаете, готовятся нас они признать или нет, эти страны? Ну, мы много раз раньше обращались к ним, но все это как-то не удавалось. Мы ездили по их рекомендации, даже ездили в разные страны, вот, допустим, литовская, да? Мгм. С Литвой нам рекомендовали, мы ездили
в Исландии, в другие разные страны. Но тогда это было тяжело, и сейчас, наверное, еще тяжелее. Но, на мой взгляд, признание нашего государства, это значит, говорит о том, что нас будут больше, и мы должны в этом направлении именно те люди, которые являются людьми с полномочий от нашего народа и власти легитимно экзиле, да, который является наш президиум. Здесь Мгм. нужно в этом вопросе им воспринимать. Мы к ним обращались, конечно, много раз, но пока еще оттуда нет ответов. Надеюсь, они это прекрасно все знают. Но в то же время мы видим, что они почему-то каким-то вот в последнее время мы видим, принимают этих самозванцев, с ними как-то общаются они. Но, видимо, это связано с тем, что они не хотят, как они говорят, вступать в спор, мол, вы решите этот вопрос сами. Да, мы решаем, мы и говорим. Вот такая ситуация, будьте очень осторожны, не принимайте от них какие-то там награды, паспорта, их хвалебные речи, не контактируйте с ними. Вот тогда мы будем воспринимать, что это как раз есть вклад в нашу борьбу за деоккупацию нашей страны. А где это происходит обратно, это воспринимается нашими людьми, и которые положили сотни тысяч людей там, около 300 тысяч человек, 42 тысячи детей. И теперь эти люди, которые говорят, что они заявляли, что мы не должны были создавать свое государство, что нафиг нам это было нужно, что наше государство в составе России принимали документы, Лихтенштейне, потом в Швеции, Копенгагене. Эти люди не могут быть, значит, воспринимаемы нормальными, как говорится, политиками, которые понимают эту ситуацию. Или они это не понимают. А я знаю, что многие из них прекрасно понимают и принимают этих людей, и с ними общаются, и создают им платформу, как будто бы это легитимная власть нашего народа. В то время, когда этого нет. И документы об этом все есть. Мы говорим не о личных там отношениях, личностях, взаимных таких делах. Мы говорим о нашем народе, о власти, о будущем нашего государства и о будущем, значит, того мира, который мы строим, который есть рамка современного международного права. И если это не соблюдается со стороны, скажем, таких вот людей, к примеру, о которых я примерно говорил, здесь они, принимая от них все эти... Это происходит и в Украине происходит, и в других местах происходит. Поэтому здесь надо как-то в этом отношении несерьезно такое отношение. Понимаете? Вот здесь мы это как вот так воспринимаем. Мы надеемся, что Америка нас признает. Вот господин Эд, он говорил о том, что давайте мы будем смотреть, и Америка нас признает. Это будущее тоже, мы надеемся на это. Да, ну, Да, Аллах, да, Аллах. По поводу вот признания, есть палестинская автономия, по-моему, да, это образование. Там 140 с чем-то государств признали эту автономию. Но не признали ее вот эти 5 стран, которые есть, постоянные члены Совета Совет Безопасности. Безопасности, да. Мгм. Да, они не признали. То не получается ли это, что хоть ты в лепешку разбейся, что бы ты ни делал, хоть тебя 145 стран признают, хоть одна, 2, 3 признают, пока эти 5 стран не примут решение, у вас нет прав. Правильно? Нет, у нас есть право, есть международное право, есть принцип международного права, который принят и так, есть Мгм, устав ООН, есть мгм. те правила, по которым мы действуем. Это, то если так рассуждать, то значит нам ничего не надо делать, надо прыгать в пропасть и умирать, получается. Нет, так нет. Мы должны думать, потому что, посмотрите, сегодня это один из членов, членов Совета Безопасности ООН, Постоянно. агрессор, он нападает на эти страны, но Да? обозначишь после развала Советского Союза, на нашу страну, на Грузию, на другие страны нападает,
убивает людей и сидит там, и еще имеет право вето в Совете Безопасности. Его надо оттуда, конечно, убрать. Право, значит, быть членом Совета Безопасности, с моей точки зрения, имеет право она не только Россия имеет, ее вообще надо лишить этих прав, а иметь все страны, которые вышли из Совета Союза, и, может быть, поочередно, понимаете, быть в Совете Безопасности, поочередно. Сегодня, допустим, Украина, завтра другая страна, потом третья, четвертая. Это надо так делать, мне кажется. А то получается, развалился Советский Союз, империи, так мы этой империи снова дали право, чтобы он решал любой вопрос, который принимается в Организации Объединенных Наций, отменял. Это нельзя делать. Я думаю, что здесь вопросы должны быть пересмотрены, и об этом очень многие говорят уже давно. Давным-давно говорят об этом. Поэтому это не значит, что мы должны прекращать свою борьбу, и не значит, что мы должны согласиться, прогнуться и сказать, да, мы согласны, мы рабы, мы понимаем. Это не будет так. Люди не согласятся с этим никогда. Мгм. Просто такая странная конструкция в этом мире образовалась после Второй мировой войны. Вроде бы мы с тобой эту войну, Вторую мировую, не начинали. Но страна, которая начинала эту войну, она заседает, имеет право вето. Это Да, Россия вместе с да. Германией. Они начинали ее, а потом поссорились там и так далее. И получается, что некоторые эксперты, некоторые комментаторы говорят, что существует всего лишь 5 стран ООН, а все остальные это страны, которые вот эти 5 стран соизволили право иметь, ну, стать с собой в один ряд, ну или около себя. Как-то очень несправедливо сам вот этот процесс, на мой взгляд, сам вот этот институт постоянных членов Совета Безопасности, но он несправедлив, особенно, как вы правильно сказали, одна ведет агрессию, открыто совершает геноциды народов, и точно так же вторая, хоть и агрессию не ведет, но внутри себя ущемляет уйгуров и тоже геноцид проводит. Ну, Да, странно очень, да. очень несправедливо. К сожалению. И отсюда возникают вопросы и сомнения у людей в этом мире, которые не особо разбираются и рубят с плеча и говорят, да все они одним миром мазаны. Многие люди просто не понимают, они же не занимаются этой политикой, не следят за всем этим. А если не сидят, они слушают то, что им по телевизору говорят, или по радио, или где-то что такое. Они, в принципе, не понимают и не могут догнать, что происходит, потому что за этим надо постоянно как бы следить, Да. какие, значит, принимаются законы, ну, какие, значит, принимаются принципы, к чему все это ведет. Люди сейчас, конечно, как-то, значит, занялись, пытаются понять эту политику, спрашивают, интересуются у ученых, у специалистов, политиков. Но здесь же много разных мнений тоже, эти политики тоже разные, ученые разные. Поэтому здесь, в общем-то, ситуация такая, когда во главе, допустим, той или иной страны будут люди честные, порядочные, да, которые будут переживать за свой народ и страну, они как раз-таки являются теми личностями, которые могут решать эти вопросы в правильном направлении для того, чтобы сохранить человеческий облик, скажем, современного мира. Я так думаю. Мгм. Каждый человек же не может это решать, но в целом они должны понимать и верить тому или иному. Вот они взяли вот сейчас, поверили какому-то там Путину или Ельцину тогда. Они же незаконно захватили власть, и Ельцин незаконно захватил. И И после Путин. этого, значит, конечно, Путин, естественно, они ему просто отдали в руки. После этого он уже Дома сколько лет сидит, никуда не уходит и уходить не собирается. И в то же время говорит, что Зеленский незаконно, а он законный, который столько лет захватил власть и сидит. Законный ли Зеленский, потому что в военное время, значит, выборы не проводятся ни в какой стране, потому что почему не проводятся? Потому что для проведения выборов
Мгм. Обязательно условие свободного волеизъявления народа. Да. А какое свободное волеизъявление народа может быть сегодня, значит, проявлено воюющей Украиной? Никакое. Нужно создать условия для свободного волеизъявления народа. Вот только тогда можно понять и принять, что говорит народ и чего он хочет. А если он не свободно находится под оружием, под прицелом, под бомбами, ракетами, то здесь это не может считаться, это так заложено, это так и есть. Это реальность вот такая. Да. Ая, вот, вот этот несправедливый мир, как Путин, который не только просроченный, он пришел к власти на взрывах, на убийство своих же граждан при помощи ФСБ, которая обязана по Конституции защищать этих граждан. Они их, своих женщин, детей русских, они взрывали, убивали, чтобы обвинить нас, в этом нас. И об этом многие знали. И многие спецслужбы, я убежден, особенно крупные, сильные, я убежден, и общаясь с Дэвидом Саттером здесь на канале, я его спрашивал, он говорил, что он писал, по-моему, в Госдепартамент, что ли, или в ФБР, и просил дать информацию. Он писал книгу, и ему нужна была информация от своих властей, и они сказали, эта информация засекречена. Засекречена она может быть только в том случае, если они знают ее, кто за этим стоит. Если бы если бы за этим стоял Басаев бы, то ее бы не русские, которые засекретили на 75 лет эти взрывы домов, ни американцы не секретили бы. То возникает вот из этого такое странное ощущение, Аят, что вот сейчас в Сирии, например, была 13-летняя война. Потом человек из сирийских спецслужб, который воевал против американцев в Ираке, там еще где-то, привели его к власти. Причем, когда уже все истекли кровью, устали, уже готовы были на любого. Может ли произойти так, что и в случае с нами поступят так же, абсолютно наплевательски на международное право, на право чеченского народа, на волеизъявление чеченского народа, а просто скажут, вот извините, мы вот вам какого-нибудь Махмуда посадим. Могут они так сделать, как русские посадили нам Кадырова? И примем ли мы это? Но как раз-таки вопрос в том, что в Сирии сидел именно вот этот послушник империи, Кремля, сидел в Сирии. Да. Так? И он делал все против значит, народа, который там был. Там большое что было суннитов, а это были шииты, он был сам шиит. И, естественно, это выборы там не были никакие. Они, значит, их там убивали, пытали, это все известно, так? Мгм. И эта борьба, которая там происходила внутренне, она, ну, скажем, закончилась победой этих сил. И сегодня, когда они привели его к власти, вероятнее всего, кто-то должен же это возглавить сейчас, так? Это уже долгие годы шли, они свергли его. И это был удар по России, это был удар по путинской линии, так? И сейчас там нужно разбираться в этом деле, потому что как это было, что случилось, видимо, это дело в том, что там это случилось, потому что народ эту линию принял. Но у них же не было принято соответствующей конституции, соответствующим международным правом, совсем. У них были диктаторские, эти имперские замашки, они веками, как говорится, вот это вот воспринимали, религиозные у них были толкования для того, чтобы держаться у власти. Но они потерпели поражение. В этом смысле это положительный ход. И теперь вот новый, который пришел туда, который освободитель движения поставили во главе, видимо, они должны этот вопрос сейчас рассматривать в будущем. И рассматривать, и дать условия, чтобы этот народ рассматривался сам, значит, и мог выбирать себе лидера. Он же не может там все время сидеть, я так думаю, в перспективе, так? Как других вот вокруг лежат вот республики или страны, да? Там уже веками сидят одни и те же,
которые, значит, а здесь, раз он пришел в власть, он же не должен быть как этот, скажем, ушедший Асад, который там 40 или 50 лет их семья там сидела. Я так думаю. Но здесь это вопрос. Может быть любой вариант, но дело в том, что в нашем случае, в рамках международного права, в рамках тех, значит, позиций, которые весь мир занимает, была принята наша Конституция. Соответственно, с этим решением наше государство было признано и Грузией, и Украиной, и мы ее и дальше отстаиваем на основе решения нашего народа и международного права. Вот о чем мы говорим. А всякое сейчас тоже происходит. Они захватили нашу территорию, они хотят лишить нас сейчас правовой основы и сказать, что у нас нет ни государства, что это незаконнопослушные люди, что они не знают, что такие законы и что такое. Поэтому здесь это очень, разнообразные, значит, вопросы, которые ты поднял, скажем, в Сирии, и у нас это по-иному, собственно говоря. Вот, допустим, Балтийские страны, они, значит, имели свои конституции, и все, когда их захватили еще до Второй мировой войны, так? И теперь они на основе этой конституции, они вернулись на основу этой, вернулись, воссоздали свое государство, у них демократическое государство. Вот эту линию мы как раз отстаиваем, независимо от того, какую религию мы там исповедуем. Наш народ любой народ может исповедовать ту религию, которую он, значит, мировоззрение свое имеет, народ или человек. И в нашей стране это записано в Конституции, что она, если и является, мы считаем, что основная масса у нас, значит, ислам исповедует, и другие все религии имеют равные права, в принципе, и могут отправлять свои религиозные обряды. Все это заложено. То есть мы по этой линии идем. И мы-то вышли вот из развала Советского Союза, после развала Советского Союза, и создали свое государство. И я говорил здесь, что я имею в виду территорию России сегодняшней, то там еще 15 союзных республик, которые еще были образованы в Советского Союза. Им не дали избрать свою власть законную. И эти бывшие имперцы между собой с Ельцином подписали вот этот договор федеративный и создали, значит, образовали эту Российскую Федерацию незаконным способом. То есть есть вопросы законные, в соответствии с международным правом, есть незаконные. То есть эта борьба вот так идет. Что будет в перспективе? Мы видим, что идет борьба, мы видим, что, значит, происходит. А там дальше посмотрим. Но от своей позиции мы никак не можем отойти, потому что это есть решение нашего народа по его свободном волеизъявлении. Вот что это было. Я недавно общался с искусственным интеллектом в прямом эфире, может, ты видел этот стрим, и там он фактически, расписывает будущее, какое может быть, там, теоретически, гипотетически, как это возможно. Идет, такая фраза у него была, что будет подконтрольный управляемый халифат, который будет состоять из и Дагестана, Чечении и Ингушетии под контролем Турции, под протекторатом, под управлением Турции. Как вы считаете, светская Турция может хотеть иметь под своим боком управляемый халифат? И для чего это нужно, если это будет? Что говорит искусственный интеллект, я скажу, вот, я общался с ним тоже, писал им какие-то вопросы, а они отвечали, что вот нам неизвестно об этом, мы мало об этом знаем, сейчас они где-то просветлели, они не все знают. Может быть, они знают такие вопросы, вот я несколько раз им задавал вопросы, и они не знали, когда я им приводил примеры, доказать, что вот то-то, то-то, то-то ему.
Этот интеллект потом мне, значит, что-то там выдавал, потом соглашался, и больше, когда тебе аргументируют, ты говоришь, он больше и больше соглашается. Значит, что будет, это из его фантазии, это оно взято у него, видимо, из того, что пишет все больше и больше пишет Россия. Вот что. И о том, что, мол, там будет халифат, это значит, они с какого это взяли основания, кто это решение принял, чтобы там будет халифат. Мы создали свое государство, и, значит, получается, что на основе этого остальные там территории мира, допустим, если они христианские, то они будут делать какие-то христианские государства, что ли. Религиозные государства или религиозная цивилизация между собой не воюют. Цивилизации не воюют. Это войны эти организовывают только власти, держащие управленцы. Вот и здесь сейчас со временем это может быть все обосновано, аргументировано, обоснованность. Я думаю, что здесь интеллекту искусственному полностью верить нельзя. Я так думаю. Мгм. Ну, согласен, он иногда ошибается, выдает иногда запутанную информацию, иногда даже ошибочную информацию. Но исходя из того, что настроили мечети, разгоняется такой махровый антисемитизм, готовятся там люди, которые призывают поехать в Чечню, там, восстановить там шариат, установить там это и так далее. Никто не говорит об Ичкерии. Никто не говорит, что мы отдельное государство, мы не провинции России, как Дагестан, там другие говорят, что да, мы, братья мусульмане, должны объединяться. Таким образом, либо нас втягивают в эту Россию, либо эту Россию втягивают в нас. Это говорит о том, вот что ты говоришь, что те, кто их к этому подбивает, они толкают, значит, идеи борьбы цивилизаций. Вот что. Христианская, там, исламская и другие цивилизации, что вот они, мол, это... А ведь все религии, они должны, собственно говоря, это вера во Всевышнее, твое мировоззрение. И у нас и по религиозным всем этим вопросам мы не настолько компетентны в этом, да? Но компетентность в одном, что ты веришь в справедливость, веришь в свободу, веришь в равное и правильное отношение с людьми между собой. И все хорошее в этой религии нужно брать, а то, что мы не знаем, допустим, вот мы знаем, вот в арабском мире или в христианском мире, сколько государств христианский мир поделился на сколько движений, там, на сколько вот разные, знаете, и католики, и православные, и там и другие, какие хочешь, так, протестанты. Точно так же и в исламском мире их где-то 25 или 27 течений, может быть больше, ну, насколько мне известно. Так, значит, они между собой еще до сих пор не достигли восприятия того, что происходит в этом мире, и каждый по-своему толкует вот эту, значит, идею вера Всевышнего, по-своему толкует. Поэтому здесь этот вопрос такой, что главное простой человек. Вот, допустим, жили мои родители, дед, прадед и все. Они были верующие, они что они? Они вот эти вот вещи, которые сейчас вот нам сейчас говорят о том, что нас хотят поставить в строй, какие-нибудь там люди придут, которые больше и лучше нас знают, как будто бы. А откуда мы знаем? Больше и лучше они знают. Нам нужно учиться, нам нужно развиваться, нам нужно экономически в других вопросах развивать свою страну, народ, цивилизацию свою, строить, мирно жить с другими народами соседними. А здесь, несмотря о том, что у нас разные религии, еще когда был пророк Мухаммад, он тоже разные религии там жили и мирно жили при нем, когда халифат был. Конечно. Да? Вот раз это так было, так сегодня говорить о том, что однозначно то, что было, или то, что говорит какой-нибудь, скажем, Каддафи или какой-нибудь там
еще другой назвал, Мухаммад его, который там в другой стране. За ним следовать мы не можем, мы должны иметь свою точку зрения, должны знать, что это такое. Главное – это сохранить свою нацию, язык, традиции, верить, скажем, если ты веришь в Всевышнего, и эти обряды должны быть, они не должны противоречить основе нашего государства, Конституции. Вот так это должно быть, которое мы знаем, мы верим, так? А говорить о том, что придет какой-то там, будет нас учить, рассказывать, а в конечном итоге, когда надо было нас признать, ни одна исламская страна, ни одно государство нас не признало, отвернулось. Все. А вот христианские, Грузия, Украина, они нас признали. Вот что происходит. Поэтому здесь это вопрос очень сложный. Сейчас говорит, то есть ты, и при том, вера – это такое положение, дело. Это вера, это дано только для человека. Только для человека Всевышний дал, значит, веру. То есть он может только верить. Это для человека. Ни животные, ни столы, ни стулья, ни кружки, ни окна, ни дома, ни страны не могут быть религиозными. Вот в чем дело. А здесь вот там хотят целую религиозную страну сделать или еще что-нибудь. А по какому праву? Кто это говорит? А он, который это говорит, сам в этом вопросе некомпетентен. Поэтому верить в это дело и, значит, следовать за ними слепо нельзя. Вот что я хочу сказать. Баркал, Дейрейсуль. О спрашивает, Аяд, разве после Второй мировой войны мир не был поделен между СССР и США? Ведь неспроста США передали чертежи создания атомной бомбы СССР. Вот зачем США передали чертежи атомной бомбы СССР, говорит О. Видимо, здесь много вариантов. Одни говорят, что Украли. Украли они, так передали им, там разведка российская, советская украла, так? Да, Другие говорят иначе. И этот Советский Союз был тогда, весь мир был поделен на столько стран, которые есть сегодня. Но не все было, как говорится, гладко, так? Не все было гладко. Все, конечно, не все было гладко, и не все было до конца, значит, согласно быть. Поэтому зависит от многих вещей. Потому что некоторые были согласны, другие нет. Но в конечном все страны, которые были, около 200 стран, они согласились и действуют в рамках международного права, ООН, устава. Они постоянно там работают в этом направлении, их представители, и сами работают. И вот были принципы о том, что право народного самоопределения, экономический принцип, там другие принципы, сейчас я их перечислять не буду. И был вот в 1975 году принят принцип о невмешательстве на территорию стран с внешней стороны, что нельзя нарушать территорию, там, границу любой страны с внешней стороны. То есть нельзя совершать агрессию. Это в Хельсинки было принято, все страны собрались и подписали, и этот принцип был принят. И вот, а вот с внутренности многие путают. Говорят, вот это, значит, если нельзя, значит, нельзя никакое государство, они на постоянно. Нет, так не было. Принцип права народов на самоопределение, это говорит о том, что все народы мира имеют право на самоопределение. Но там сказано, что еще отдельно сказано, что право народа на самоопределение не есть односторонний акт. Если это не односторонний акт, значит, установившиеся там, созданные, образовавшиеся государства после развала Советского Союза, после Второй мировой войны, они должны были, если по всем параметрам, которые необходимы для того, чтобы создать свое государство, народ или, значит, территория, население это поднимало, все решения принимало в соответствии с требованием международного права, принимало, то это не значит, что оно может быть уже государством. Там сказано, что
Это не односторонний акт. То есть эта страна, в которую входит, допустим, Советский Союз, куда входят, скажем, эти территории, она должна, это СССР еще дополнительно должна дать разрешение. Вот это разрешение на выход из Советского Союза в 90-м году, там, в апреле-марте, там, еще как в следующем месяце 90-го года, было дано Советским Союзом для 3 Балтийских республик. И они стали независимым государством. Оставшиеся Советского Союза из 35 республик Союза уже тогда, 32 республики, им не было дано это право, ни одной. То есть это право им должен был дать Советский Союз, который был единым, скажем, государством, членом Совета Безопасности. И вот когда этот Советский Союз развалили в 91 году, в декабре 26-го, так, был подписан последний там акт, так, то с этого момента все эти 32 республики имели право на свою государственность. То есть они могли создать, наполнить атрибутику, все атрибуты своего государства, наполнить народ, там, провести референдум или съезд общенациональный или другое что-то, и потом, значит, избрать власть, все такое. Эту функцию исполнил, допустим, наш чеченский народ, это реализовал, это сделал наш народ. На общенациональном съезде чеченского народа было решено, потом были приняты, значит, время проведения выборов, был избран президент, парламент, мы, значит, развивались и действовали. То есть я хочу сказать, что выход из любой страны может быть только таким образом, только таким образом. И сейчас, когда говорят, что нужно вот такая-то там территория или это, и это то, что вот говорят, то, что там будет халифат, говорит искусственный интеллект. Тогда получается, что вообще современное международное право, по его рассуждению искусственного интеллекта, оно вообще будет, значит, изменено, и его больше не будет. Вот что говорит искусственный интеллект. Искусственный интеллект в этом смысле ошибается, потому что современное международное право, оно еще действует. Вместо него не принято никакого другого права. Вот поэтому мы это говорим. Вот такая ситуация. Баркалдейресур. Так, буря делир саламашал гойль машуэль. Так, пойдем дальше. Аят, может мир поделен на 2 империи, на Западную Римскую империю и Восточно-Римскую империю, а Восточная Римская империя – это Россия? Вот такой вот вам вопрос, Аят, от О. В мире было очень много империй. Мы же знаем, это было много империй, о которых мы не знаем, еще до Римской империи были, потом были там, значит, потом другие империи были. А какая она, восточная или западная, это условное разделение, условно. Иначе сказали, что это условно разделен даже этот мир, там, Азия, Африка, просто назвали, а на самом деле это единый, как говорится, мир, единый мир, где живут все эти люди, разные национальности, разных территориях. Поэтому создать вот такое вот, что говорит он, да, для этого должно быть какое-то решение принято мировыми, скажем, миром самим, или мировыми, там, какой-то всемирный референдум должен, или еще что-нибудь. Я вот не понимаю, потому что здесь это вопрос такой. А надо условное разделение, условное. Потому что в одно время одни цивилизации были очень на высоком уровне развития, да? Да. Еще 2-3 тысяч, 5 лет назад. Мы из истории видим, что какие-то, значит, сооружения построенные, которые современные, значит, технологии не может, современный человек не может построить или сделать. Они построены на нашей земле. Что это такое? Это такие вопросы. Цивилизации были, теперь выходят, мы видим, что, оказывается,
в тех далекие тысячелетние времена они делали те или иные какие-то расчеты, какие-то медицинские, научные труды были. Конечно, сейчас в современном мире несколько иначе, может быть, мы еще не достигли тех уровней. Это уже вопрос такой, знаешь, риторический, что и как. И поэтому сейчас говорить обо всем этом время покажет. Время только покажет все это. Делить, не делить. Но главное самое, что идея свободы человека и прав личности – это важное. Свобода человека – это не значит отпустить, как будто пса отпустил ошейника, пес, собак, побежала бегать, что хочешь. Свобода человека – это значит ответственность. Если ты свободен, значит, ты должен отвечать за свои поступки. Вот что это такое. В первую очередь, свобода не бывает без ответственности. Каждый человек, если свободен, должен отвечать за свои поступки. Фаиза задает вопрос, еще уточняющий вопрос. Почему создание Российской Федерации было незаконным, если эти республики подписали сами федеративный договор о вхождении в РФ? Ну вот они стали незаконны, потому что при развале Советского Союза в Советском Союзе было 32 союзных республики. До этого 3 республики Советский Союз сам признал. А когда Советский Союз, который должен был признать их, эти государства, эти республики, если бы они захотели выйти, должен был бы признать их как государствами, то если Советский Союз сам исчез, все эти 32 республики оказались в международном правовом поле. И тогда эти республики по международному праву должны были принять решение, то есть народы этих республик должны были принять решение. Вот, например, как чеченский народ. Чеченский народ в 90-м году провел общенациональный съезд чеченского народа, собрав наших людей от каждой тысячи по одному выборщику со всего мира и принял решение о воссоздании нашего государства. И затем в октябре 91 года наш народ провел выборы, избрал власть, избрал президента, парламент, орган местного самоуправления, кабинет министров, все работали, действовали. То есть это было в рамках международного права, и после этого мы приняли еще свою конституцию, и тогда независимое государство Грузия признала наше государство. А вот те, значит, остальные, вот это РСФСР было тогда, РСФСР. РСФСР, который вышел из Советского Союза, он из нее должны быть, и те территории, которые должны были, значит, тоже свои государства сдать, во главе сидел РСФСР, сидел это имперец, коммунист, скажем, управляющий коммунист Ельцин. И в тех республиках, скажем, Татарстане, Азербайджане, нет, это Калмыкии, Кабардино-Балкарии, там, скажем, Якутии, в других вот республик, которые стали при Советском Союзе республиками, там еще сидели эти коммунисты. Так вот эти коммунисты, не спрашивая эти народы, не дав им избрать законную власть, между собой подписали федеративный договор незаконно и объявили, что создают Российскую Федерацию, Россию. Это было незаконно, потому что эти народы, их права были, значит, попраны, им не дали провести. И эти коммунисты создали это государство и остались во власти. Остался во власти этот Ельцин, потом Путин, потом Медведев, потом снова Путин. Они сидят все время во власти. Вот поэтому это незаконно. Это было не решение народов этих республик. Вот в чем дело. Вот поэтому это незаконно созданное. Они не имели права 31 марта 1992 года подписывать федеративный так называемый договор о создании Российской Федерации России. Коммунистические руководители, которые потеряли власть и которые уже не были избраны народом, а были назначенцами империи,
Они ее создали снова, и поэтому сегодня получили мы эту империю. Вот в чем дело. Баркалая Дейрейсхуль. Здесь два комментария, без вопроса, просто зачитаю. Аят, спасибо за ответы. Вы умный политик чеченского народа и настоящий патриот Чеченской Республики Ичкерия. Баркаластан, тебе тоже. Вы молодцы, мы вас любим, уважаем, будем держать курс. Бо. Он удерет свой курс. Нисбо Аят 20 воищается. Аят умный, грамотный и опытный человек. И это нам повезло, что есть он и его товарищи. Империи было много, говорит Ливан, многие пали, но Ичкерия, чеченцы, Грузия, Картвели, всегда будем, переживем всех. Вива Ичкерия, Грузия, Украина. Вот Вива, так. вива, да здравствует это все. Обязательно это будет, обязательно. Да, мула, да, мула, Да. да, мула. Так, друзья, я смотрю, здесь в ТикТоке сидят, как говорится, безбилетники, ни вопросов не задают, смотрят бесплатно и не принимают участия. Так, может, были вопросы? Сейчас я тут пролистаю, может, я пропустил. Так. Нету вопросов. Давайте вернемся к нашей основной тогда теме сегодняшней. У нас буквально сейчас почти 1,5 часа, но я бы хотел бы немножко еще задавать вопросы, если можно. Вот смотрите, если сейчас вот 3 дня, ну вообще ни о чем, ну кроме тем, кто, конечно, гибнет, а в целом в стратегическом плане, в глобальном плане это про ни о чем. Если же это перемирие будет нарушено, понятно, будет война. Если будет продление, пролонгация, то будет ли ввод западных войск, европейских войск в Украину? И что это даст Украине? Ну, это сказано 3 дня, и после 3 дней начнется снова война. Вот что это такое. Ну, это если в этом случае. А если будет пролонгация, продление? Ну, пролонгация, это значит, должен сделать Путин. Да. А он это не сделает. Я в этом уверен. Дай бог, чтобы я ошибался. Он не сделает это. Потому что если его, значит, возможности в этом отношении он начнет говорить, хорошо, я вывожу войска, я освобождаю территорию, это же от него требуется, так? А он наоборот, еще больше и больше, отдайте мне те территории, которые я еще не захватил, восточные территории, там Луганск, Донецк и другие, и да, их другие территории, которые еще полностью не захвачены, он требует их отдать и требует, чтобы, значит, не было, значит, оружия никогда у Украины, чтобы они, значит, и демилитаризация, и все такое, все. Он от этого не отказывается, так? И он может это выдать за, если это будет, может выдать это за победу. Тогда это будет нарушение всех норм международного права, Конституции, и Украина на это не может идти. Украина это не пойдет. И с точки зрения международного права это тоже не может быть, так? А это требует невозможное, так? И вот теперь, если он остановил на 3 дня, а потом скажет, и дальше продлевает, ну, он может продлить, конечно, может быть, так? Но верить ему нельзя. Он это может продлить только лишь для того, чтобы как-то там перегруппироваться и без обеспечения гарантии безопасности. Такие вот остановки без обеспечения гарантии безопасности остального мира для Украины, они невыгодны Украине. Я так думаю. Да, согласен с вами, Аят, полностью. Ну, Аят, смотрите, я просто исхожу из сегодняшней информационной повестки. Вчера Трамп сказал, что, типа, вчера сказал Марко Рубио, что мы по всему миру летать больше не будем, нам надоело, у нас много других дел и так далее.
Трамп сказал, что они идиоты, если не согласятся, вы просто идиоты, мы уйдем и так далее. И сразу же Путин выбежал и на 3 дня сделал вот это перемирие. Да. То если он нарушит это перемирие, то получится, ну, 3 дня ж пролетят быстро, или 2 дня, 3 дня пролетят быстро. Да. Получится, он просто взял и плюнул. Это же еще хуже, чем он бы, если бы еще потянул бы эти 3 дня, завтра, послезавтра там и так далее. А, тогда какие действия должны предпринимать американцы? Ну, и гипотетически, если это продление не будет перемирия. Меня, Аслан, здесь смущает один вопрос. Мгм. Когда об этом заявил Трамп? Как раз, Вчера. как раз перед началом вот этого религиозного праздника. Да. Почему он это не сказал неделю назад? Ну, Сейчас. может, Вот тянули. как-то он это подвел, совместил с этим вопросом, с этим днем, понимаешь? Поэтому Мгм. здесь веры никакой. Он до этого тоже говорил то, потом снова получалось вот так вот. И в то же время я говорю это свои точки зрения, потому что мы имеем опыт по этому вопросу, так? Мгм. Но, возможно, если дальше Трамп будет давить на это дело и решать эту проблему, скажем, поняв, что Россия ему не друг, что Россия это враг, и что его цели и задачи, которые он хотел решить с Россией, не могут быть решены так, тогда ему, вот как сейчас вот предлагал Маск, ты слышал? Маск предложил, мы не должны делать никаких значит, санкций против Европы, мы должны объединиться с Европой в этом плане. Маск такое сделал заявление. Ты слышал об этом? Нет, не Тогда слышал, его, но да, это да, ожидаемо. да. Он сказал, что все эти разговоры о том, все это не идут, это надо сделать. То есть раньше он был против, не любил очень Европу, там еще такое, а сейчас вот такое, я вчера слышал, он сделал заявление такое. Значит, если Америка и Европа объединятся, это будет мощнейший, так сказать, кулак, потому что Америка это на первом, так сказать, уровне экономическом, политическом, военном, на втором это, значит, Европа. Европа по Да. мощности. Поэтому если эти два, скажем, региона мира в этом смысле объединятся, то тогда вопрос будет однозначно направлен на положительную сторону для решения этого вопроса. Что будет, мы не знаем. Конечно, Путин там, он хитрит и другие дела он делает. А для нас, для чеченцев и для народов, скажем, которые находятся под игом этим, для нас важно, чтобы было сохранение действующего международного права, и чтобы мы могли далее решать свой вопрос в соответствии с международным правом, эти люди. И чтобы соблюдалась эта свобода личности, права человека, и на этой основе люди и мир развивался бы. Не говоря о тех вопросах, которые я в самом начале говорил, с этим искусственным интеллектом, с этим чипизацией, это тоже вопросы, которые требуют досконального изучения, как это будет, что это, будет ли, кому это все достанет, и что это такое. Это вопросы такие, которые тревожат население, скажем, каждого человека. Вот так. Да, полностью согласен. Это нас тревожит, нас это беспокоит. Также нас беспокоят вот эти электронные деньги. В любой момент человека можно выключить из жизни просто вместе с его карточками, деньгами, и все, ты никто. Да-да, Сделать доступ, вход через там Face ID или через глаза, через отпечаток, и все. да, И конечно. мне придется просить кого-то, чтобы снял деньги. Да-да-да. А у него денег нет. Он, допустим, взял, вот ему положено вот столько-то, допустим, да? А у Да. него нет денег. И что ему тогда делать? Как ему быть? Вот становится вопрос. И тогда он должен пойти куда-то у кого-то что-то просить или что-то делать. Есть вопросы такие, которые мы сейчас не можем с собой даже сказать, что будет. Это, ну, это какая-то теория непонятная. Для меня это непонятно. А для
И других людей тоже, я думаю, непонятно. Мгм. Вот таким образом. Ясно. Будем изучать, значит, вопрос, чтобы быть готовым. И любая власть, даже ичкерийская, должна быть всегда на виду у общества, и чтобы Да. Все мы должно быть открыто, все должно быть про- просматриваемо. А кто там будет командовать тогда же, нам неизвестно. Поэтому здесь это серьезные вопросы, которые вот на нашу, как говорится, долю выпали, те, которые сегодня живут в этом мире. Да, совершенно верно. А, Да здравствует законная власть Чеченской Республики Ичкерии и легитимные власти во всем мире. Только законные легитимные власти являются гарантом мира во всем мире, говорит Ливан Кочерава. И на этом я предлагаю закончить наш сегодняшний стрим. Спасибо вам, Аят, спасибо всем, кто смотрел. Огромнейшее всем спасибо. Спасибо всем. Тересура. Адикель, до свидания всем. Всего хорошего. Всего хорошего, до свидания. Адикюэль Машва.